Роль женщины в науке обсудили за круглым столом в Чувашском госуниверситете. Инициатором такой встречи стал Союз женщин республики. Наталья Николаева, как руководитель общественной организации, отметила, что не знать имена тех, кто ведет российскую науку вперед, просто неправильно. Причем 60% ученых в Чувашии на сегодня женщины. И каждая из них достойна признания и похвалы от общества. Об этом говорили и другие участники круглого стола. В чувашской науке есть выдающиеся женщины. И мы можем назвать десяток имен: Амусова, Гордун, Сергеева, Мерлина Надежда Ивановна и так далее, и так далее. Но и сегодня у нас тоже есть очень значимые достижения. Министр образования Чувашии отметил, что в России в целом в науке женщин представлено больше, нежели в других государствах. Но по статистике ЮНЕСКО женщины составляют всего треть от числа всех ученых. При этом нобелевских лауреатов из них всего лишь 3%. Чтобы увеличить эту цифру, Дмитрий Захаров предлагает приобщать к науке с самого раннего возраста. Мы понимаем, что первый шаг в науку – это школа. И то, как сложится школьное научное общество, какая связь будет между СНО и ШНО, во многом в дальнейшем определит траекторию нашего выпускника. Поэтому я и предлагаю вузам совместно со школами очень тесно поработать здесь именно по научной деятельности. Наталья Николаева выразила уверенность, что эта встреча не последняя, и в последующие годы к знакомству с женским лицом науки Чувашии присоединятся и другие вузы республики. К слову, 11 февраля все женщины и девочки мира, внесшие свой вклад в развитие науки, смогут официально отметить свой исключительно женский праздник.